Что, ребята, доброе утро. Такое прямое включение. 24 марта, ребята, близится уже к сезону на Лиму. И на этот сезон приехал мой давнешний друг. Познакомились мы с ним, ну, также через вот эти ваши комментарии, на которые, ребята, я сейчас отвечаю. Нашел меня ВКонтакте, написал, познакомились, что-то переписывались. В Вагонцове, ребята, подружились. Приезжал он уже ко мне осенью по Налиму. Мы жили 2 дня на берегу. Кто со мной давно уже, ребят, видели всю нашу рыбалку. И вот на последний лед, ребята, буквально приехал Серега с Кирова, с Кировской области. Час назад, наверное. С 11 часов он выехал. И вот, получается, в 5 часов, ребята, он приехал. Тяжелая дорога, скользкая, идет снег мокрый. Короче, договорились, встретились. Отлично. Серега вышел в отпуск и давно запланированная рыбалка, ребята, он приехал. Постелил ему на диванчике, так как нахожусь в поселке, ребята, у мамы. А многие знают, что здесь мой стан, здесь у меня все. Здесь мое детство и рыбалка. Ну, живу я не здесь, как бы 12 километров отсюда, но здесь, ребята, мой дом детства. В Вагонцове, ребят, какие планы у нас? Сегодня мы едем за живцом, будем рыбачить живца, а завтра уже выдвигаемся, ребята, на 2-, 3-, 4-дневный поход. Короче, как получится, пока не могу ничего сказать. Ну, сборы, ребята, сборы. Здесь все зарядка, заряжаюсь. Там у меня уже тоже все готовится потихоньку. В Вагонцове как-то так. С нами еще едет Илюха. Илюха должен часов 9 подъехать, и на одной мотособаке, ребята, мы прем. Вчера Илюха технику уже загнал, в принципе уже все собирается, все готовится. Но самое главное, что Серега добрался, все хорошо. И немного отдыхает, и через часа 2 поедем за живцом, ребята. Так что предлагаю погрузиться в многосериальный сериал, так скажем, ребят, фильм. Потому что снимать буду много, я думаю, будем делать частями. Все, ребят, поддержите, пожалуйста, лайком, комментарием, ну и приятного просмотра. Этим движок не усилит. Ну, понятно, да, на 5-й сезон. Она все равно. Ну, насколько на нем погонял, конечно, капитально. Ну, я имею в виду то, что собачка поездила. Ну что, Серега проснулся, позавтракали. Алена Сергеевна кашки приготовила. Вот у меня есть небольшой запас. Вот, штук 40, но этого нам недостаточно. Сегодня прям едем специально за живцом. Собираемся. Ждем Илюху и троем прям сегодня едем. Так, ребят, на завтра у нас уже все готово. Сани уже завезены. Это получается мои. Это у Илюхи. У Илюхи еще получается там, но он в них стоит. Он модуль снял, сейчас сделал ремонт и модуль снял. Также у меня еще модуль. Это тоже дополнительный бардачок, так скажем. Ну, потому что туда много вещей влазит. Ну еще вот, спасибо Мишаня, взял снегоходовские большие сани. Опа. Вот такие с ручкой. Я уже на них ездил. Конечно, неудобно. Гусянка 50, а сани сами 70. Когда топчешь, они очень сильно упираются, но зато здесь много чего влазит. Приезжаем потихоньку. Сегодня на одной Илюхина пускай отдыхает. Так что проедем, прокатимся. Ага, все, ништяки, да? Что, может, с этот тебе тоже высыпем, слышь? Ну давай. Туда, тебе, с тазика. Высыпай. Серега, ребят, приехал с дровами, с кировскими. Ну раз
Раз в коме таких дров нету. Ну есть, да, есть как бы. Просто платим деньги за них. Ну все. Ну, вот, кстати, ребята, вы все постоянно пишете за компрессор. Ну, вот такая штуковина. Жужжит на батареечках. Ага. Все, ништяки. Сейчас высыпем туда, да. Так, ну что, все, банда в сборе. Ехаем. По тихой грусти. Ну все, ребятки, поехали. Я сижу, во. Здорово, Саня. Там заметает. Понял. Значит, не клюет, говоришь, да? Да только вот 15 минут. 15 минут, ну понятно. По заезду надо бахнуть, ребятки. Набрали мы, конечно, всяко разного. Если ходят на автобус, то они в 3 уже прием заканчивают, короче. Эти, блядь, приедут. Мусора. В пятницу. Так, друзья, ну что, выпили 100 грамм. Сейчас будем пробовать ловить мелочушку. Серега таскает, блин. Видишь, какую тебе Серега лунку дал хорошую. Ну, рыба возле берега. Опа. Ну, смотри, сорожки-то такие неплохие. Даже, я бы сказал, средние. На живца. Самый то на налима. На щуку, на налима, на весеннего. Серега он кидает. Нашли, ребята, рыбу, блин. Вообще возле берега самого, блин. Головлик, ребят, попал, смотрите. Какой маленький. Давай, братан, иди, гуляй. Головля надо отпускать, пускай растут. Они хоть вырастают, блин. Давай, Серый, что? За приезд твой. Давай. За рыбалку, будущую рыбалку, за отдых. Как осенью отдыхали, да? Красота была. Ну что, братцы, Живца мы нашли, все шикарно. Подловили уже штук 30, наверное, 40. В принципе, все шикарно. У нас полянка небольшая, немного общаемся. Илюху уже месяц, наверное, не видел. Серый приехал, так что все, завтра рыбалка состоится. Сейчас еще доловимся немножко на поселок. Банька, сборы и завтра в тайгу. Завтра попрем. Головля, ребята, смотрите. Головлишки, они проскальзывают. Он какой красавец. Головлей я отпускаю, ребят, потому что они растут. Плотва-то она что, не вырастает у нас особо. А головли, да, они могут порадовать до килограмму. Так что я отпускаю зимой такую рыбу. Ну что, выезжаем. Живца наловили. И поехали. Пораньше надо собираться. Получилось-то в общем. Ой, ну тут хорошо. Тут хорошо, ребята. Я скажу вам. Ну что, добрый вечер. 9 вечера. Вяжем снасти. На завтра готовимся. Поужинали. Что-то у нас вот 5 капель. Салатик. Серега, как настроение? Настроение замечательное. Первый день, скажем, отдыха прошел на ура. Рыбки половили. Ну, живчиком запаслись. Завтра будет, как говорится, грандиозная работа.
надо будет выставить очень много жерлиц. Ну и в общем, короче. Да, то есть денек спасти трудовой. Все, ребят, что сейчас по рюмочке мы будем отбиваться 9 часов, пораньше спать, рано подъем, так что завтра только попрем. Далеко, не знаю, ну я думаю будет все классно, ребят, так что оставайтесь с нами, все будет здорово. Что, коврики надо, не надо? Как бы есть у меня. Бензин, да? Да, бензин. Бензин. Красиво. Наконец-то мы собрались, наконец-то, ребят, выезжаем. Сейчас заканчивается поселок, переехали понтонную переправу, очень уже сложно, снега уже практически нет, но в поселке еще сыпят. Ну а здесь зимник, в принципе, зима зимой еще, в принципе, здесь еще лед, отлично. Но здесь уже 2-3 дня хороших, и здесь уже вообще снега не будет. Надо будет дорогу, ребят, делать по реке. Илюха приехал, цепанули ему сани. Загружено там всяким дровяным шмурдяком. Но у нас как-то так. Здесь спальное место, это дом, печки, палатки, раскладушки. Здесь лишние вещи Сереги, столы тоже. Здесь, ребят, чисто снасти. Короче, у нас полный прям экипаж. Полная загрузка. 100 грамм, ребят, на дорогу. Не помешает. Дорога длинная, дальняя. Ну и сейчас попылим, что. Так что... Ну, Бога, полетели.
добрались до первой точки. Отличное место. Посмотрим, все-таки уже весна на носу. Налим должен шевелиться. Перволетку здесь, конечно, мы отлично отрыбалили. Серега, кстати, мы ночевали вон там 2 дня, вот на том холму. Это было осенью, ребята. Отлично пожили, да, Серый? Я ссылочки, ребята, оставлю на те видео. Кайфанули мы, конечно, шикарно. Тоже немного поймали налима, щуку. Ну вот, Серега приехал весной, и сегодня у нас жерлица. Илюха там тормознул в туалет. Живец, ребята, все шикарно. Компрессор жужжит. Все отлично. Первая точка здесь. Здесь расстанавливаться будем по всей реке, ребята. Сегодня у нас тяжелый день, работы много, так что будем потихоньку работать. Мчится. Тоже пояс. Нет, я же не бурю, я смотрю. Сейчас он там забурит, я вон пойду, пока там пробурю. Ну как сказал, 2 полосы, да? Ну да, 2 полосы сделаем. Мы расставляемся. 3 бура, 2 130 у нас, и еще Серега привез 150. Ножи мокрый лед, там стоят. В принципе, неплохо. Неплохо бурят. Нормально. Так, и у меня жерлица, ребят, 50 на 50. Все-таки я послушал. Некоторых у меня половину двойники, половину тройники поставил. Вчера вечером сидел, перевязывал. Раз, два. Так, поднимаю в среднем. Обычно делаю 3 оборота. Сегодня буду ставить 2 оборота. Так как весна, может быть, щука тронулась, живца надо поднять. Но опять же, его не сильно поднимаю, чтобы налиму была подача, так скажем. Налим все-таки любит со дна более. Живец, ребята, у нас плотва. Наловили вчера хорошенько. Серега еще привез карасей немного и немного ротанов. Так что у нас новый живец на реке. Вот. Ну, потихоньку работаем, ребят. Сегодня целый день будем вот таким образом двигаться, устанавливать, работать. Так, друзья, ну что, первый плёс готов у нас. 20-очка у нас выставлена красиво. В 2 ряда поставили, потому что, ну вот, замечено было сработки здесь, сработки здесь. Как-то она вот именно 2 прохода. Но здесь эту уже точку мы знаем. Так что, я думаю, уже здесь промахнуться не должны. Так, сейчас коряжник немножко на щуку, так, на всякий случай. Ну, еще речечку там возьмем. А так красиво.
Все, ведерко ставим, компрессор включаем, батарейки заменили. Все, пошла жара. Хороший лед, да, в этом году? Вообще. По самую рукоять. Ребят, у нас работочка. Работочка, расставляемся. На мелях хапнула. Тут ветер сильный. Не, мотает нормально. Может, хорошая щука. Есть, что-то леска хрустит. Обед есть? Ну смотри, жадно хватает. Да. Нормально. Хорошо взяла. Ну не крупная, ну что, на обед возьмем? Да, конечно. Ладно, ребят, речная. Пожарим. Ну, братцы. Уже радует. Грамм 600-700 щучка. Отлично. Ребята, солнце, ветер и от снега отблеск. Моя морда и так черная. Она почернеет за эту рыбалку. Еще сильнее. Это хуже солярия, ребята. Весенний загар, он такой крепкий. Так, я тут доставляю, ребят, 3 жалицы. И мы переезжаем. Так, ну что, плёс готов. Ехаем, серый, далее. Работать. Помчали. Помчали, далее, ребятки. Погода шикарная. Уже весной пахнет. Ой, красота-то какая. Шикарная погода, конечно. Ветер, правда, но весенние ветра, они такие есть. Сейчас зайдем до середины. Отцепим лишние сани, потому что тяжело идти. Лишний груз. Потому что где-то будем базироваться по центру. Вот следы, ребята. Вот они, волки ходят. Очередной плес. Бурим. Лед жесткий. Ну, бурим. Физуха сегодня хорошая. Пробурил, да? А у меня ножи уже тоже в хлам. Вот, ребята, о чем я говорю. Вот видите, вот эти песок. Они бывают крупных размеров. И зараза, ножи. Многие писали: Андрюх, возьми зубчатые. Не могу найти, ребята. Что-то находил какого-то левого вращения. 150-е находил, но у меня буры 130-е. Это Серега, он приехал. Ребята, это критический. Вот, смотрите. Ну и что вы тут, что делать здесь? Просто песок. Ё-моё. Так, ну что, у нас третий плес готов почти. Серега очень долго ставит, конечно, жарится. Илюха захотел фрикаделек. Саня, будешь смотреть, спасибо, брат, огромное. Вещи сейчас твои в деле. Горелочкой разогревает вот. Все шикарно. Погода, ребята, ну весна. Ах. Шикарно. Нажало точит, ребята. Да не, пока не хочу. Я тебя спросил, будешь? Илюха проголодался просто. Новый комплект. Все, да, что. Твой вообще не бурит. Не бурит, да? Сейчас тоже достану. Я 5 минут бурил вон лунку. Да, в этом году, конечно, дает о себе знать. Так. Есть такое дело. Фонарики, освещение, всякое разное. Освещение. Так. Наборчик.
Сейчас поменяем. Дядя заточил. Дядя, спасибо огромное за ножи. Я еще походу не раз себе по сезону обращусь. Сюда. Ну что сделать? Как-то так. Я не знаю, в прошлом сезоне я за весь сезон менял 2 раза ножи только. Вначале поставил новые. И в середине под весну вот так где-то взял тоже новые. Поставил. Все. В этом сезоне я уже меняю раз, не знаю, 15, наверное, ножи. Ну, как-то так. Ребята, ротанчик попался. Здесь поставим на ротана. Ротик, открой ротан. Эти жерлицы у меня конкретно, ребят, на крупную рыбу. Так, запомним, что здесь на ротана первая жерлица. Вот. Сейчас весной. Тарелки черные. Немного, ребят, присыпайте, потому что она протаивает от солнца. О, ротанчик работает. Так, ребята, ну что у нас? Еще один плесик готов. Ну, это рядышком мы прям расставились. Это у нас новые места, чисто на проверку. Илюха опять согрел. Кашка дорожная. Так мы ели, получается, фрикадельки, чехобили и каша дорожная со свининой. Вот. Так, идем дальше, будем подниматься еще выше. Там у нас сейчас 3 комбайна. Такое изевое место интересное. Серега взял дандромбены. Целое ведро, ребята. Серый привез. Серега снабжает. От 43-го, говорит, 11-го большой респект. Вот, ребят. Андрей, сколько? Покажи. Снег все сырой становится. Все сильнее и сильнее. Точка. Здесь десятку тоже оставляем. И у нас там остается совсем немножко, в принципе. Что ты? Здесь ставлю Ларискины банты. Кто не в теме, ребят, это у моей супруги комплект. Но специально мы сделали ей вот такие бантики, чтобы было интересно, когда рыбачим. Раз, два. Высоко не поднимаю. Налима. Ветер, ребята, страшно, конечно. Задует в камеру, наверное. Ну, дело идет к концу уже, так что все хорошо. Живца здесь поставлю крупного. Двойники у меня очень крупные на этих жерлицах. Быстро сейчас доставим уже здесь. Так, братва, еще пяток кинули. Хорошее место. К обеду делал уже. Уже на час. Все, работаем. Лед страшный. Тяжело бурить. Ножи тупятся. Снег сырой стал. Собака не прет. У меня плюс сани стоят снегоходовские. Я баранку топчу, а санями просто обратно их мну. Гусянка 500, сани 70. Фух. Короче, так, братцы, работаем. Ну что, добрались мы уже в обратку. Будем ставить 3 комбайна с грузилом. Так, дальше, Илюха, слышишь? Ну, через каждые 5 метров, 3 штуки. Подыскосок, ребята, бурим. Серый, понял, да? Течение туда, подыскосок. Загоняй. Ты мне рассказываешь? Ну я вообще просто тебе говорю. Вообще-то... Да ты сначала начни просто. Еще уходи. Еще. Ну-ка, Серый.
Вот искосок. Серега привез червей нам. И будем, ребят, на дондрабанчика ставить на шматки. Первая мормышка у меня идет фосфорная. Ясь любит такую штуку. Посмотрим. Так, сейчас завожу. Они почистили, ребята. Ну что, косу запустил. Первый пошел. Тут не особо глубоко, ребят. Мелко. Попался. Ну вот. 3 комбайнки поставить. Как-то так, да? Как-то так, Серега, да? Так, чисто ради интереса. Тем более столько червя взял. Так, пускай уже не просто так, дай пакет. Уже пусть не просто так стоят. На него и нулим возьму. Да, я вот все-таки на езя рассчитываю. Больше на езя, конечно. Ну давай, за дела, Серый. Запланированную работу. Подожди тогда, сейчас он серый выберет. Отработали сегодня, вот реально отработали, да? Капитально. Тяжело, Серега, лед плохой. В Кировской области нет такого? Есть. Так, друзья, ну что, миляк сработал, полная вымотка. Оп, есть. Есть. Полная вымотка, смотри, тут глубина, знаешь какая? Ушел. Ушла? Да. Была. Ушла. Щука была. Щука была, чувствовалась. На милях, значит, бровку новую нашли. Отлично. Ушел. Что-то не крупно было. Плохо зацепил. Надо было подсекать, блин. Так, ну что, мы вернулись. На первое место у нас 2 флажка. Ну, что-то несерьезно как будто. Здесь вымотки нету. В Илюхе там тоже виднеется что-то, но пока тоже непонятно. Да, здесь что-то выплюнуло походу. Вот был удар. Ну, это щука. Щучий удар. Ну, не крупная походу. И все. Так, ну что, высохли? Первая дозаправка у нас. В принципе, по расходу нормально. Так, ребят, посмотрели в лесу место. Ну, блин, снега в лесу очень много. Он весь уплотнился, весь сырой. Да и особо таких полян нету, чтобы его порасставить. 16 квадратов. Надо найти еще такое место здесь поблизости. Что-то везде болото какое-то. Короче, решили на лед, ребята, бахнуть. Будет проще, наверное. Видал и здесь это, как говорится, рвануть. Реально не нашел? Не нашел термос? А? Что это самое? Там длинная у тебя с какой стороны? Своей? Да. Ага, Ой, надо просовывать ее туда, да? конечно. А ты как думал?
Так думал, да? Тебе помочь? Да, надо убрать это сразу все. Убирай, да. Да, одну туда. Или две сюда, одну туда. Да? Сейчас разберемся. И сюда ее ближе делай. Куда? Куда ближе? Ближе к входу. Кому-то ногами, короче, въебало. Давай сюда. Там все нормально. Опасно нахуй. Ты не пей на диване. Сумку не трогай. Достаточно, говорит, одной таблетки. Но мы положим, Разжигание палетов? ну, положим 2. А многие разжигают этим розжигом. Облил. Классно, говорит, получается. Ага. Пленочку надо сунуть тут. Пленку не надо. Ну что, братцы, все, дом поставили. Окопались тут в заводе. Ветер на реке. Ну, пришлось как-то так. Заезжали в лес, но нам не понравилось. Место не нашли вообще никак. Утянулись бурами. Там сани кинули, перевернули. Вот так. Ну, не особо много, конечно, утяжек, хотя здесь можно с каждой стороны не по одной поставить. Брикеты. Печурку, ребят, на досочке положу. Вот так. 3 раскладушки. Вот. Ну и в принципе здесь стол у нас будет. Все шикарно. Дом готов, ребят, к ночлегу. Сигареты. Я без черный, я тоже черный взял. Хлеб по бане, блин. Набрали опять же хлеба. Мало не будет. Можно стол заносить, да? Стол у нас занес, ты что? Ты про что, Илюшкин? А, он имеет в виду 50 капель. Бекончик, ребята. О, Андрюха, газетку ты с собой не берешь, да? газетку что-то я вот. Вот надо брать всегда такое, видимо, да? Да, конечно. Постелил, блин, и нафиг ничего, выкинул просто. Ну что, братва, тепло на улице. Открыли форточки все. Ну, Илюха, как обычно, у нас на столовую падает. Это его на миссия.
Сегодня у нас что, Илюх, уха? Сейчас уху поедем, да? А потом там за Щучку-то, ужином щучку-то одну, ребят, взяли. Ну, на уху надо будет сделать. А потом за ужином что-нибудь придумаем. Ну, там уже пожарим что-нибудь, да-да-да. Мяска. Ну все, что раскидались, быстренько. Расчистили снег. Решили полностью убрать его. Вот. Так в целом все нормально. Серега там воду набирает. Все тары, которые у нас есть, пустые термоса. И сейчас потихоньку будем кипятить воду. Илюха, смотрю, разбулся, переобулся сразу. Я, в принципе, тоже кого-то взял. Надо бы снять. Ну, это, наверное, ближе к вечеру. Еще поедем. Ну что, братва, тепло на улице. Открыли форточки все. Ну, Илюха, как обычно, у нас на столовую падает. Это его на миссия. Сегодня у нас что, Илюх, уха? Сейчас уху поедем, да? А потом там за Щучку-то, ужином щучку-то одну, ребят, взяли. Ну, на уху надо будет сделать. А потом за ужином что-нибудь придумаем. Ну, там уже пожарим что-нибудь, да-да-да. Мяска. Ну все, что раскидались, быстренько. Расчистили снег. Решили полностью убрать его. Вот. Так в целом все нормально. Серега там воду набирает. Все тары, которые у нас есть, пустые термоса. И сейчас потихоньку будем кипятить воду. Илюха, смотрю, разбулся, переобулся сразу. Я, в принципе, тоже кого-то взял. Надо бы снять. Ну, это, наверное, ближе к вечеру. Еще поедем. Так, вот этот котел сразу ставь на печь. Ставь. Что ты сейчас сделаешь? Там ничего не сделаешь. А? Ничего не сделаешь, там ставь. Умеем. Не, ну на льду такая вот, ну, своеобразная романтика, конечно. Ну, надо времени, очень много времени, канители. Ну, приятно, что. Я сегодня замучился, честное слово. Когда ты можешь в любом месте поставить себе теплое место и как бы заночевать, понимаешь? Свой домик. Да, в деревне. Когда мы перекочевывать с места на место. Будем. Под закат солнышко весеннего. Серега, смотрю, тоже загорел, да? Серега, да. Да, загорел. Смотрите, какая красота. И вот здесь красота стоит. Я очень доволен своим приобретением. Потихоньку, ребят, я продвигаюсь. Ну, лайтово. Вспомните Дрюню 3 года назад, когда я ночевал возле костра. Даже не на коврике. Ходил с маленьким рюкзачком, донки, черви. Немножко покушать. Но 3 года назад, ребята, я поставил себе цели, и все-таки у меня потихоньку все это идет. Да, конечно, я понимаю, что это есть моменты по деньгам, причем не маленькие деньги. Это очень все дорого. Взять мотособаку больше 100 тысяч. Раскладушка, печка, палатки. Все остальное это тоже больше полтинника. Но это очень, ребят, как бы, конечно, существенно. Но зато она мне нужна. Это нужно. Вот приехали друзья. Вот. Нет избенки пока своей, но она будет. Ну, мы можем просто забазироваться в любом месте и проводить классное время. Вот это, ребят, большой плюс, конечно, к этому я иду. Ну и все потихоньку приобретая. Так что растем, ставьте цели, ребята. Когда находишься вот так, стоят желицы под носом, и ты можешь спокойно отдыхать, кушать. Ребят, надо просто ставить цели, и все будет шикарно. Ну а я пока рыбку буду чистить. Ну ужин, ребят, у нас сегодня ушица. Щучка у нас поймана есть одна. Красотка. Он только сейчас увидел, что ее кто-то хватал. Весенняя щука. Большое внимание, ребят, отношусь к ножам. И сегодня буду щуку чистить вот такой финочкой.
Это ручная работа от Паши Ковалевского. Простая рыбалка. Брат, если будешь смотреть, огромный привет. Вот ребята, Беларусь. Парнишка делает ножи свои. Задарил мне по-братски. Мне очень нравится его работа. Но ручная работа, она как-никак, она все равно, здесь какая-то душа в нем. Ножи я очень люблю. Как-никак, я постоянно еще с детства ходил и за грибами и старался выбирать себе какой-то такой определенный нож. Не простой там складник, а как-то что-то как-то так. Ребят, ссылку оставлю на парнишку. Залетайте. Я знаю, много Беларусь смотрит. Беларусь. Так что парнишка снимает рыбалку. А рыбалка интересная у него. Своеобразный такой парнишка. Мне очень нравится с ним общаться. Ну, свойский. Свойский пацан. Ладно, сейчас почистим. И будем делать уху. И отрежу. У нас котелочек небольшой для ухи. Многие скажут, Андрюха, это для навара. Ну, я пойму, ребята, конечно. Но мы оставим это лисом. Так, ну что, я на кусочки резать не буду, вот чисто порежу. Илюха там сам разберется. Илюха у нас, когда Илюха, кстати, корка есть, ребята. И корку надо будет оставить, конечно. Щучка пошла на икромет. Там мы вот так, ребята, вырежем. А потом туда внутрь положу, а Илюха уже разберется. Ну все, братва. Немножко икорки. Щучка. Передаю повару. Пускай готовит. Сорвался вон это. Проволочка. Голову куда дел? Брал. Брал, да? Лисом? Лишнее, думаю, будет что. Ну да, так чё? хватит. Хватит. Ну вот, видишь, уже и некуда. А икру то, что ты принес, вот, Распелку. хочу приготовить, да. Сереги, Да, Сереги. на бутерброд. Наш коми рецепт, да. Сейчас, Серега, бутерброд у тебя будет. Ну вообще, Ну, Серега, покажи. Что там? Там песня. Лучок, да? Перцочок. Лучок перед Да, черный. и масло. Давай, хлопцы. Андрей Викторович такой не ест. Ваше здоровье. Ой, я. Чем я чокаюсь-то? Я ловить люблю. Чем я чокаюсь-то? Давай, будем. Ну давайте, что? Давай. За успех За безнадежного успешно. дела. Верно, верно. Точно. Будем. Вкусно, Вот Сера? просто пиздец. О! Бомба, Андрей. Добавлю секундочку. Оба, что-то сильно закипело у нас. Ох, уха. Да. Аромат. Какая Илюха у нас уха уже с тобой? Это В сезоне же была уже, да? в сезоне была. Ну, если считать с первых рыбалок, я даже считать не могу уже. Ну, в марте первое. Это уже много. Прижигает-то Ну и по традиции, березовый уголек. как все, как весь русский народ, мы сделаем вот это так. Да. Только у нас костра не хватает, да? А зачем нам костер? Когда у нас все удобства, 21 век на дворе. Чем мы сейчас будем? Костер жечь надо на улице, что ли? Ну да, То есть благодарю. оно не надо нам это. То есть у нас все пучком, все варится, все четко. Отлично. Много работал, блин. Поесть надо хорошо. Так, хлебушек, да? Что-то не нарезал. Ну что, братцы, Ну давайте. давай, Серый,
Погоди, будем здравы. За уху, Да. за нас. Давай, вот так на этот север-юг, бля, запад-восток. Восток, да. Да. Ну давайте. Давай, будем. Давай. Ну что, красота? Замечательно. Вкусно? Ни хрена себе нагрелась, блядь, даже этот экран по сторону течет. Чего там? Потемнел. Так мы жили 4 дня, она топилась. 4 дня. Потом, короче, они Как ты пред- думаешь? 4 дня топилась, печка не очень не не подтухала. потухала. Предпоследний день, постоянно как бы, ну, вошло то, что как бы, ну, Вошел готовлю в я. привычку, да, вошел в Готовлю я, привычку. короче, да. Да-да. Мы с ним вчера вот попробовали такой жульен, короче, на рыбалке. Потом туда-сюда капусту тушеную, помнишь, да? Да, С мясом. Ты тушил в томате. Да, да, в В казане, томате. вот, кстати, вот Да, это. ему залетело, короче, это, Ага. ну, а мы с ним тогда, ну, целый казан, представляешь, там литра 3, наверное, блин, мы с ним как бы вдвоем это все пойдет, что. Потом мы с ним готовили, когда Это вот дня. приезжал Славик, Илюх, слушай, Славик один с Русь, будешь смотреть, огромный привет. Приготовили плов, помнишь? Вообще. Не, плов Там весь вообще ты берег классно пищал. сделал. Блин, вообще, я тебе говорю, ну, Нет, в казане это все Слышь, дело. Слышь, Серый, знаешь, что потом, как, ну, не то, что, знаешь, там, типа, вот, ну, там, для пацанам, типа, показать. Нам надо было, нам стало интересно самим, что можно приготовить в лесу, понимаешь? Ну, вот такие, ну, которые даже некоторые хозяйки дома не приготовят на газу, понимаешь, со всеми удобствами. Как говорится, Что можно было приготовить. некоторая хозяйка и такое и готовить не умеет. Ну вот, я тебе говорю, нам стало интересно, и мы давай, короче, как бы пробовать. Экспериментировать, да. Да, да. Что вот реально можно вот на костре это сделать, можно добавлять это, не нужно добавлять. И нам, короче, это понравилось реально. Потом вот люди ездят, знаешь, со всякими шашлыками. Ну, это уже не то. То есть шашлык для каждого человека это повседневное блюдо. Его готовят дома, в шашлычницах. То есть это, ну, от этого, то есть, ну, Нет, ну шашлычник это совсем другое. Либо Ну, я ты тебе вообще говорю. Либо ты на углях готовишь, либо ты Нет. на... ну на речке это не то, короче. Шашлык он не проходит. Не, ну можно его сделать с охоточки. Да. С охоточки его можно сделать. Проходит вот именно такие блюда, блин, как, ну, какие-то такие, чтобы аж вот, ну, аж пыльнуло что-то. Ну, понимаешь, вот если взять шашлык, Суп вот, обычно суп едем... на зимней рыбалке, Серый, перебью тебя. Вот это для меня просто бомба. Суп. Чтобы Суп? можно было, да, горячего, бульон. Да, чтобы... Да, нехватка вот этого. Чтобы жидкое было пища. а Я не- варил все. И горячее. Борщ, Да. гороховый, мы с ним все варили, все супы вообще. Готовили, да, много чего. Вообще много чего. Из таких интересов. И это можно готовить, понимаешь, это можно готовить. Ну это Как бы, реально, да. Не пользуясь плитками, можно и на костре это бодяжить. И в дожди готовили, и в снега готовили. И, ну, короче, готовили вообще в разных условиях просто. Просто Ну. мы с ним уже там рыбалок 50, если не больше, понимаешь, ночных, вот именно ночных. За ближайшее время, сейчас я имею в виду. И все вот как бы мы все увеличиваемся, размножаемся, вот видишь, как-то приспосабливаемся и дальше больше. Ну чё. благодаря тебе, благодаря твоим подписчикам, опять же, Ну да, ребята. что чё, тебя смотрят, что тебя ценят. То есть, ну, если бы не было подписчиков, не было бы, блин, и вот этого всего. Ну, скорее всего, я Ну думаю, да. да. Конечно. Потому что, я тебе Это- скажу, очень это- много зависит от этого. Ну да, да, ребята, конечно, на самом деле, вот как бы, ну, вы пишите, то бишь, ну, Андрюха молодец, туда-сюда, пацаны молодцы, там, туда-сюда, ну, вот это, конечно, продвижает, это, ну, прям продвигает, ну, реально что-то делать дальше вот так. Конечно, конечно, конечно. Я сегодня просто... Стимул Да, появляется, стимул, да. Сегодня так замотался, что, вот, ну, просто, ну, камеру просто неохота брать, на самом деле, ну, вот уже быстро сделать дом, уже все, поужинать, как бы, и все. А тут охота показать реально свои эмоции, усталость вот эту. Вот этот позитив. Вот эти гости приезжают, ребята. От того же Серый, правильно приехал? Да. То, что смотришь, вписался, созвонился. Серега, кстати, да, вот Нашлись, подписчик, блин, вообще. нашлись. Второй раз приехал Серый. М. 400 километров как бы взял, приехал, прикупился в отпуск, провел со мной, как бы, ну вот, ребята. Я как бы не говорю то, что, ну, он бы мог И нисколько не сожалею. Да. Просто я устал, я не спорю. Но это, как сказать, усталость приятная. Приятно, Ну, да? Серег, ну давай, вот по твоему мнению, да, вот смотри, смотрят очень много людей, оценивают, лайкают. Теперь скажи, какая это рыбалка? Рыбалка трудовая. Это очень сильная рыбалка. Тут просто, знаешь, тут, то есть, грубо выражусь, да, то есть Тут- лицом тут- моргать не станешь. Тут приходится
Ну, так и было планировано. Потрудиться очень хорошо. Очень хорошо. А все вот тоже ценят летнюю нашу рыбалку, там, миноги, там, туда-сюда, смотрите, ребят. Относительно, со стороны это, конечно, все просто. А чтобы это все сделать, и чтобы поймать хотя бы 2 трофея на нашей речке, это очень много дел надо сделать, чтобы поймать эти 2 трофея. И когда вот эти ребята в мае месяце лезут в реку, в воду, выворачивают эти кочки, чтобы достать эту миногу. Вот попробовал кто-нибудь сам Да не, в средней полосе в мае месяце залезть в воду. Нет, я скажу, в каждой рыбалке есть нюансы, согласись? Конечно. Зимой холодно, тяжело, глубоко. Снега. Летом комары, дожди, Да. Да. туда-сюда. У нас всего хватает. Всего, всего понемногу. В Да. каждой Нет, рыбалке есть. нет, понимаешь, Андрей, у нас не то, что понемногу. Нет, У нас всего этого и много. У людей льда не бывает. Да. У людей там снега, как говорится. Вот, у нас и снег, и лед, и дожди, и прочее, прочее, прочее. Ну, Все верно. Всё верно, но мы пацаны. ездим на рыбалку, и мы, как говорится, от этого получаем удовольствие. Вот от этого удовольствия. Кайфуем. От этой усталости я получаю удовольствие. Да. понимаешь? конечно. От этой усталости. вот То есть этой это рыбалки. благородная усталость. Благородная Благородная усталость. А не просто от того, что ты, блин, пошел, поработал, мрот заработал и ушел. Да, 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 все верно, верно. Так что давай за приятную усталость, ребята. Давайте. Простите. Что-то Пошло не так. Что-то пошло не так. Все правильно. Она чуть поднялась. Она чуть- Ищет на столе, она она чуть- стоит на банке. Она чуть взлетела на... Сергей Витальевич, давай за тебя, за твой приезд, что ты к нам приехал, нас посетил. Я очень рад с тобой познакомиться. Хороший ты человек. Взаимно. Хороший ты человек. Добряк, добряк. Добряк, да. Вот да, такой добряк. Да. Нет, вятский лапоть. А вятский лапоть, Да, да? вятский лапоть. Хоть горшком называй, только в печку не ставь, а то сгорю, блин. Все четко, Серый. Давайте, за вас, ребят. Давай. Андрей Игоревич, тебе спасибо. За то, что ты меня привлекаешь в свою движуху. Тебе спасибо, Конечно. что посещаешь меня. Бля. Ребят, за Ты вас... меня посещаешь, ты мне уделяешь. За вас, братва. Подожди. Ты мне посвящаешь много времени, то есть уделяешь свое времени. То есть чему-то, конечно, я у тебя научился, чему-то ты у меня научился, что-то ты собой. от меня взял, что-то я от тебя взял. То есть Само собой. относительно, конечно, все это, конечно, твое, но мне очень комфортно присутствовать здесь и сейчас. И вот выпить за тебя Я за этот то, бокал. Я за это. тоже. За твое, как сказать, Благополучие. Серый, да не вставай ты, слышишь, Серый. не то что благополучие, а за твой рост в твоем, как сказать, Бизнесе. деле. В твоем деле. Потому что в своем деле ты мастер. Спасибо, Серый. Ты Души. посмотреть твои ролики, ну, я не знаю, это как с собой побывать. Сережик, батька ты наш. Лаптиковый. Вятский лапоть. Второй раз ты мне ко мне в гости приезжаешь. Да-да. У нас как получалось то, что живца, не живца, насколько, да, переизбавок было? Много? Всяко было. Ну, вот, я тоже был в деревне, не был готов как бы к твоему приезду. Ну, потом в конце мы с Илюхой созвонились. Надо уже, короче, ехать. Поехали вместе с живцом, правильно? Короче, Нет, ну, Серый, мы если поехали с живцом все вместе. Да, если Серый, ты канал смотришь, Да, ты да. знаешь эти последствия действия. Термосок. Термосок достался мне тоже непросто. Я его Да, выиграл. ты его в гонке выиграл на этих мотособаках. Я хочу тебе его подарить, чтобы он тебе как бы грел душу не только на рыбалке, но и на работе. Понимаешь? Ну вообще вещь, что нам нужна. Так что, братан, на, не распечатано, все тебе даю. От нас с Благодарю. Илюхой, от Скоми, с Спасибо. 11 как говорится, Спасибо. 43-й. 11 региона, да. Прият- 43-й. приятный подарок. Так что, братан, от души, как бы, ну, это чисто от души. Ну, ты не, как бы там не воспринимай то, что там он плоховат или там хорош. Ну, это чисто от души. Биосталь нормальная, как говорится. Это чисто от души, братан. Так что, ну, я закинул его, он как бы лежал для хороших времен, потому что термоса не летят, ну, значит, получилось так, что тебе пришлось его отдать, и я думаю, это будет достойно. Правильно, правильно. Спасибо. Спасибо, Мне- спасибо, братан. Мне по наследству от него уже достался второй термос. Так что, братан, ну, как, чем Спасибо, братан. можем, тем, как бы, так что, пользуйся на здоровье, вспоминай, Благодарствую. закажи кружечкой. Не водочки, конечно, ну, водочки там сейчас выпьем, да, или? Ну да, конечно. Че, с хорошим людьми, что бы не пить? Скажи Давайте. рюмочкой, скажи чайком, скажем кофе,
Вспоминай, что ребята здесь есть. Да. Что мы Ребята- здесь есть, мы тебя знаем, мы тебя уважаем. Посещай нас чаще. И приеду еще не раз. Посещай нас чаще, да. Такой Ребята, компании. Серый-то тоже не с пустыми руками, да, Серый? Ну да. Так как на севере у нас, ну, скажем, со специями не всегда, как сказать, Кушать мы любим готовить. а кушать мы любим готовить вкусно. И поэтому вот, Андрюшки, специи, да? Ребят, Серый подогнал он, ребят, смотрите. мясу, Вот такие курице, такие штуки. универсально, от души Серега вообще. да, Всякие разные. смеси перцев, лавровый лист, Спасибо, Серый, затарил. пловчик любим готовить тоже на природе, так что, Тушеночки, ребят, загнал. да, От души, Серый, спасибо, брат, родной. Спасибо. Слышишь, а ты знаешь, как сделаем? Ты не будешь против, если, допустим, вот здесь вот это общее, положим сумку, где обычно мы ездим на походы, а это я дам повару своему. Нормально ради будет? бога. Потому что Потому что, как говорится, это уж я тебе подарил, а ты как хочешь этим, так и этим распоряжайся. так что, брат, держи. Это домой. Это мы будем готовить. Да, это домой. Это А будем это мы делать. на рюкзачке растянем. Сам знаешь. Ну, ребят, видели, постоянно в контейнерах, постоянно не лопаются, я их там меняю, блин. Это все. А это вот по этим. Четко, брат? От души спасибо, родной. Спасибо. Давайте, брат. Давай, Серега. Опять за это выпить надо, что ли? Да, конечно. Ёпта-мать. За это грех не Почему бы и нет? А Давай. мы не возражаем. А, да мы вообще не Давай возражаем. по 50. С конем по полю идем, а мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. На улицу вышел. У нас звезды, полнолуние. Завтра солнышко будет. Палатка у нас светится. Шикарно. Сейчас поедем на проверочку. Посмотрим, что да как. Ну да, луна классная. Самолет вон летит, вижу. Классно, луна. Ну хотя бы немножко бураницу сейчас поддержит. Это классно. Так, немножко на компрессор. Батареечку. Давай, Люк, на компрессор. Так, меняется что? До сюда доставай прям. Там щелкай. Без ножа ничего не могу делать. Достал? Да. Курочка покрывается. Ну так весной, ребята. Вроде только было нормально, а уже морозик доланул. Сереге багорик сюда положить, чтобы не потерять ничего. Все, поставили. Сюда ложи, да. Ну ладно, что, ребят, съездим. Даже примерзли маленько. Проверимся, посмотрим. О, даже флажок здесь, ребят, два даже стоят, смотрите. Далеко ехать не надо было. Тут полно, ребята. Все-таки меляки эти дают. Меляки дают. Меляки дают. Опа. Неплохое. Неплохое. Пошел. Что идет как налим, как будто. Может быть уже. Вот он, красавец. Ну давай. Видишь, смотри, встает как
столбом. Ага, а там железо-то. Там-то железо. Смотри-ка. 2 штуки зацепил, да? Да. Бедняга. Так, ну чё, Сергеич, ой, Виталич. Да. Какие? Вот он, зводюка. Ой, Илюх, мелика, нельзя мелика взяли, да? Да, я же тебе сказал, тут 100% налим. Это всегда он тут. Андрюша. Андрей. Сейчас будем разбираться, Серый. Он 2 жертвы же съел, да? Плотва вот наша. Да, не знаю, сейчас Ребята, будем у нас разбираться. Вторую он достал он просто. Ну, налимчик уже вышел, уже радует. Уже радует. Это у нас вторая жалица была. Вот он. Ротанчик. Мне тоже нравится. даже ни один живец не помер. Смотри-ка. Ага. Не, шикарно, шикарно. Не могу никак не попасть его, блядь. Вот так. Давай ставлю. Не-не-не, сейчас все разберется сам, что ты. Пускай учится, нормально все. Он уже знает, все умеет. Пускай просто практики надо больше. Практики побольше надо, и все. Сейчас не дави, не дави, не дави. Боком. Боком. Вот, бочком. Давай туда ее. Вот, ребят, глубина. Да. Вот, глубина с-подо льда. Лед метровый. С-подо льда 2. Под льдом 10 сантиметров, а рыба ловится. 10 сантиметров. Налим. Это уже бровка у нас. Кстати, с Илюхой у нас новая она. Новая, да. И есть рыба. Ну вот, ребят, что. Сами все поняли, да? Что не надо глубины на налима. Надо чем мельче, тем лучше. Вот это новая бровка, мы ее попробовали. И поверху набрали до комбайнов, ребят. У нас тут что-то вообще один лежит, вообще. Там все звенит, Там обе тут звенят. звенит тут, ребята. Все, короче, натянуты. Вот этот звенит, Илюх, смотри. Вон. Как называется, значит? Комбайн. Вон, смотри, смотри. Ну что, ребят, испытали новую снасть комбайн. И вот что-то все звенит, дзынькает. Сейчас пробуем. Опа. Опа. Смотрите. Лещик. Смотрите. Красота. Так, здесь больше никого. Ну все обглодано, смотри. Вообще все объело. Пойдем наглухо, блядь. Смотри, сожрал. Сожрал полностью лещик. Ну такого же, да, лаврушка. Нормально, что. Для зимы там. Вот ты что. Вот место. Главное, новая снасть. Завяли вообще огонь, блядь. Ага. Ну вот что. Можно рыбачить, просто надо найти точку. В принципе. И все. Все будет получаться. Конечно, мы не рядышком с лагерем рыбачим, но опять же все можно. Все это делать. Для меня это новое, ребята, и это очень, конечно, классно. Подлещара такой уже в зачет пойдет. Тоже кто-то есть, смотри. Затянул. Вот снова новая Крючок снасть. зацепился. Крючок зацепляется, понял. Кто-то есть. И причем неплохой. Пробуем новую снасть. Язик. А может и не один. Язик. Подъязик. Там кто-то тоже еще есть. О, Второй я подъязик. сказал не один. Смотрю, я сказал, натянуто. Да, вот два язика, ребята. Ой, Ха! мне эта точка понравилась сейчас Вообще осенью. нахуй. Вообще нормально. Давай по кулачку, братва. Давай. Ну, два язика, ребята. Идет, блин. Все шикарно. Так, ребята, у нас тут вообще, смотрите, он прям просто Уронило всё, блин. выбило просто все. Офигеть. Ну, к сожалению, он пустой.
Вот он пустой, но его походу так А калашматило. это, знаешь, мне кажется, скорее всего, от солнца растаяло Может быть, и кстати. упало. Да. И упало. И здесь, кстати, не пожевано, смотри. Здесь, наверное, Скорее да. всего, солнцем это, у тебя, видишь, солнцем здесь растопило. Да-да-да, Потому что я тоже там так думаю. вот это, Ребят, что, 2 подъязка? И даже дуплетик я выстрелил. Да, 2 подъезда на одним, кстати. И подлещичек. Отлично. Замечательно. Неплохо, да, можно рыбачить. Ну что, распечатал снасть-то. Многие говорили, Андрюха, пробуй так, пробуй так. Вот место, ребята, надо главное место найти. А здесь по лету часто езенок проходил. Подлещик. Ну вот эта рыба, в принципе, она и зимой здесь ходит. Только надо искать ее вот таким образом. Ехаем дальше. Так, у нас очередная обровка, ребят, загарчик. Один. Здесь у нас десятка, да, стоит? Где-то в районе. Что-то помотала и бросила. Вот смотри. Видишь, даже хватает вот этой капельки, да, что лунка не замерзает. Комбайн стоял просто открытый, он замерз. Нет. Ничего, ребята, нету. Живец идет. О, ну его так что-то нормально его трепануло. Смотри, как что выбило. Охренеть. Видал? Его аж подняло, блин, кверху. Его аж кверху подняло, блин. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот налим, зараза. Да, это и он. Сал, да? Да, это он. Угу. Серый, давай на. Так, у нас 2 сработки. У Илюхи бровочка. А там дальше смотрел, Илю? Нет еще. Если заводить, там беду. Ну а что обижать? Не надо будет обижать. Есть что-то. Тоже налим, что ли? Вроде как налим идет, как бревно. Как налимчик идет. Мелкий. Угу, он и есть. Точно. Сразу напротив, ребятки. На первой заводе. В Илюхе тоже сработал. Че, вымытка? О, вымытка почти. Смотри. Полностью. Опа. Че, завел? Не, наверное. Завел. Однолим, заводюга. Оторвал? Ну что, еле извлек. Заглотил, зараза. Раз, 2. Кстати, ребят, пока отцеплял, посмотрел, налиму что-то есть. Вон, какая-то рыбина. Короче, налим жрут, ребят, и глотают. Это хорошо. Значит, налим потихоньку начинает клювакать. Что у нас тут? А тут вроде никого, ребята. На этом плесе пока никого. Да, здесь никого. Ну ладно, что. Будем ждать ночи. Ну что, выход неплохой прошел. Рыбку немножко поймали. Едем на базу. Вот такой ловчик, ребят. 2 налимчика. Так, грамм 700, наверное. Блин, фонарик у меня сел. Ну, такой лаврушка такая. Ну, комбайны мне, конечно, порадовали. 2 подъязика. Закрываемся. Все, прокатились. Что, братцы, все, мы дома. Виталий что-то прилег у нас. А мы с Илюхой что-то кушать захотели, да? Илюх? Мозги пудрим, да. Да, Илюха поставил чебуреки какие-то. Не чебуреки, там серый что-то. Самса. Подогнал, да. Самса. Самсу.
На улице, ребят, мороз, как ни странно, но хороший такой, градусов 7, наверное, уже. Уже, блин. наверное, с десяточку будет, я тебе Да. скажу. Боимся, что палатка у нас пристынет, а так, в принципе, все нормально. Сейчас выйду, обстановочку покажу. Время уже 10. Прокатились. Нас, ребята, собака просто летит. А то, что бураницу топтали сегодня, она просто колом стала. Невозможно ехать. Серый вылетел 3 раза, да, Серега? Ну, в принципе, нормально. Так я 2 раза сам чуть не вылетел, один раз через руль. Забурились там, короче, ребят. Ну, что, вот 2 наливчика у нас и комбайны порадовали. А так, посидимся, что поболтаем. Нам есть о чем поговорить, в принципе. Ну, ребята, такая на улице. Ну. Предупредительный, ребят, сделаем. О, хорошо как. Вот, ребят, что, как-то будем зимовать, ночевать. Палатка стоит, техника. Все хорошо, но вон все в вине, ребят, смотрите. Двигатель сразу, то что вот сейчас прокатились, сразу замерз. Сидушка, все колом стало. Ну, утренник будет хороший, солнце будет. И вот такая луна. Пойдем кушать самсу. Боюсь, что вот юбка примерзнет. Шипанули мы, конечно. Дома отделем. Что, братцы, время у нас почти 12. Мы уже немножко отбиваемся. Ну, хотя еще хочем съездить провериться, конечно. Желательно бы. Все, у нас печурка, ребят, на шайку поставлена. Немножко музыка играет. Свет на интим. Короче, покушали, все хорошо. Пообщались. Устали, ребята, очень чертовски устали. Короче, если не поедем, то на связи, а так, ребят, на отбой. Реально на отбой. Нет сил вообще никаких. Что, ребят, всем доброе утро. Доброе утро не назовешь, так как у нас 2 проблемы большие. Нас затопило капитально. Воды просто, ребят, нормально так дало. Все вещи, которые там были, они в воде все. Ну и вторая проблема, это, ребята, мороз был сильный. Сильный мороз был ночью. Палатка по краям, то, что мы окапывались, она замерзла, ребята. Ну, юбка я имею в виду. Вот. Сейчас будем смотреть. Вещи вынесли на солнце все, так как солнышко на улице хорошее. Вот. Ну и просушим все. Что-то как-то так будем делать, решать, смотреть. Может, 2-ю ночь мы перебазируемся. Вот такие пока дела. Это консервированная гороховая звенигородская. С мясом. Что, ребята, поделили дела. Парни остались на лагере, достают вещи, все сушить. Ну, все продукты перепроверяют, потому что у нас брикет один пачка просто сбухла. Короче, остались на лагере, делают дела. Обед, дрова, все достают, сушить. А я наверх, ребята, еду на проверки. Проезжал сейчас 2 точки, 3 сработки есть, у нас 4. Но еду до конца к вечеру, кверху. Там смотрю, потом еду сюда к ребятам, а на низ уже поедем вместе. Ну, чтобы было быстрее. Взял живца, багорик, червей. Короче, будем смотреть, братва. Погнали. У нас, ребят, у нас такой есть корочка. Ну, туда лучше не заходить, здесь такие надувы лютые. А вот бураница, смотрите, что с бураницей стало. Ребят, комбайн, смотрите, комбайн трясется, вон. Вообще страшное дело.
Его гнет просто. Езжай комбайн, его просто долбит. Ох, нифига. Промерзло. Промерзло все. Так, заходи в луночку. Вот это плохо. Крючком зацепился, что ли. Ушел. Была рыба. Ушла. Ё-моё. Ну, что-то такое. Ездишка, наверное, опять был. Что-то такое не крупное. Сейчас луночки отдолблю. Ну, комбайны работают. Крючки вон все обглоданы, ребят, смотрите. Начал подъезжать, и рыба сразу дергать начал. Верхний крючочек. Все. Погнал. Отлично. Ребята, кто-то тут прям здоровый. На комбайн попался. Это походу налим. Давай, заходи, брат, заходи. Но на комбайн, ребят, смотрите. На лемеха. На комбайн, на лемеха. Тихо, сейчас ты все перепутаешь, брат, меня здесь. Стой, стой. Стой. На комбайн приятно. Килограммового налима на 16-ю доставать. Классика жанра. Червь, крючок, налим. Скоро весна, ребята. Скоро начнется. Вот там была рыбка. Какой-то язёк, наверное, соскочил. К сожалению. За лунку зацепился. И ушел. Так, что мне там где? Ух ты. Лаврушка, ребят, смотрите. Лаврушку кто-то жрал. Капитально причем. Тут что у меня? Лаврушка попалась. А ее кто-то, ребят, смотрите, сандалил. Ага, так у меня второй поводок оторвали. Охренеть. Второй поводок оторвали, ребята. Ну, косу. Дальше оторвали. Вот это да. Есть еще рыбалка, ребята, смотрите. Кто-то хотел подлещика просто подсожрать. Ну, придется взять его, что такого не отпустить. И поводок мормышка была фосфорная. Оторвали напрочь. Охренеть. 16-й флюорокарбон. Не выдержал напаса. Походу налим там был тоже. Оторвал, бля. Я запасного ничего не взял сейчас с собой. Увезу потом, сделаю. Комбайны порадовали. Вчера, сегодня поставил новых червей. Едем дальше. Так, подъехал на бровку, ребят. Здесь у нас стоит 5 штук. 2 мои Ларискины банты сработаны. Будем проверять. Полная вымотка, господа рыболовы.
Выночка немножко подзамерзла. Так, ну что-то натяжка есть. Есть, ребята. Ух, что-то хорошее. Хороший налим. Здесь глубина-то, ребят, всего лишь пошел 70 сантиметров из-под льда. Так, заходит в луночку. Лунку не заходит, ребят. Лунку не заходит. Нифига. Что там такое? Лунку не заходит. Стал колом. О, дергает. Налим, ребят, хороший причем. О, вошел. Иди сюда, морда. Опа. Ребята, 2,5, наверное. Вообще красавец. 2,5. Чуть-чуть угомоним. Вот сорога живет. Хорошая бровка. Не зря мы сюда далеко поехали. У нас тут уже последние жалицы оставались. Я своих 3 поставил. И Серега там своих 3. Но у меня второй загар. Это радует. Двойнички, ребят, работают. Всем мне нравится. Самое главное, что налим пошел. Весенний налим тронулся, походу. Ай, палец. Да. Это хороший, ребят, налим. Ну, я имею в виду для наших мест. Очень достойный. Значит, будем с рыбой. Вино. Смотрите. Все. Делаю 2 оборота. Раз, два. Делаю как бы и на щуку, и на налима. Не особо много, но не особо мало. Вот. Вот такой лед. Вот так же висит живец подо льда. Вот налимы за 2 гуляют здесь. Чувствуют на мелях себя очень хорошо. Так, отлично. Что у нас здесь? Ну, леска еще есть, скажем. Леска еще есть. Опа. Кто-то хватал ее. Вот, есть. Но это, походу, мелкий налим. Такую плотву он не смог съесть. Так, ну что, из 6 жалец 2 сработки. Одного налима мы взяли. Отлично. Еду дальше. Сейчас поеду вниз. Это крайняя точка. Я сюда поднялся. Еду дальше. Так, ну что, уже 2 налима. Подлещика за рыбу не считаю. Все-таки за налимом приехали. Иду дальше. Что, братцы, банты стоят, и это радует. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 жерлиц, 4 флага. Жмем плоды. Так, первая жерлица, флаг и полная вымотка. Где-то, ребят, замерзло, где-то не особо. Здесь что-то непонятно. Никого вроде. Да. Налим был. Вот такие зубы, ребят, смотрите. Вот вода живая. Еще. Оставим ее. Да, живая. Зубы порезать хорошие. В ряд. Сработано. Но вымотки, к сожалению, нету.
Тоже был налим, ребята, но он выплюнул. Но он его вообще жрал капитально уже. Мелкий походу. Третья сработка здесь, на этом участке. И такая же ситуация. Леска есть. Также походу живца потрепало и выплюнул. Это мелкий налим, ребят. Да, такие есть. Вообще удары вон такие мелкие. Плотва здоровая. У меня двойники здесь очень большие. Я стараюсь ставить большую плотву, какая попадается. Вот. Ну, чтоб был хороший налим. Чтоб мелкий налим не беспокоил. Но все равно он трогает. Если даже на комбайн подлещика пытался сожрать. Там тоже вроде налим был. Жалится, ребят, не сработано. Ага. Жалится не сработано. Ну и та жалится здесь рядом. Тоже, смотрите, жрал капитально. Так, мне пока надо будет сходить на ту, потому что я поймал эту. Течение у нас в ту сторону, значит тут налим. Вот на этой, походу. Да, здесь полная вымотка. И леска пошла в ту сторону. Как-то непонятно. Нет, никого нету. Ну, что-то было, держала. Так как леска против течения у меня оказалась. Здесь был карась. Тоже его бомбили страшно. Но он не выдержал натиска. Налим его. Надо проверять все, видишь, держится, ребят. Даже которые не сработаны. К сожалению, эта бровочка не порадовала, ребят, рыбкой. Но порадовало количество поклевок. Мелкие хулиганы. Сейчас ближе к апрелю должны просыпаться монстры. Ну, так, в районе 3 килограмма. Это у нас уже достойный налим. Продолжает движение. Ладно, что, едем далее. Погодка начинает играть. Это хорошо. Так, добрался до очередного места. Здесь стоят у Сереги 8 жалец вроде. И есть один загарчик. Но всего лишь один. Будем смотреть. А вымотки нету. Вымотки нету. Плотву кто-то пожрал и выплюнул. Так, ну что, этот плес почистил. Одна сработка, но еще 2 жеванных было. Мелкие налимы. Может, ези дерут шкуру. Ну, плес готов к работе. Едем дальше, уже лагерь здесь. Тут у меня 4 живечки возле лагеря стоят. Работок не было, выезжал. А уже потом банды пойдем на вниз. Там у нас хороший плес. Приехал, грузимся, едем на дальняк. Ну, вниз. 3 сработочки. Одна чуть в яме, и вот в Сереге здесь 2 жалицы. Волна, да. Будем смотреть, Давай. будем ловить, будем тащить. Или натянуто еще хорошо. А может замерзло там у него? Не-не. Что-то никого не чую. Мусора сколько, смотри. Угу. На лемя. Непонятно. Щелкнул. Непонятные мелкие налимы какие-то. Ну, тоже видишь.
бодал. И все. Это, мне кажется, язи, не головли. Может быть. Так, ребят, ну что, тут бровочка тоже стрельнула. Серега сейчас не достал. Хунки подвел, ушел, говорит, у него. А там дальше начали проверять. Полная вымотка, но флаг не поднятый. И в коряку куда-то завел. Не знаю, почему так. Так, ребят, ну что, едем на основную точку. На нее надежды очень большие. Посмотрим. Там две, здесь раз, два, 3, 4, 6 работок у нас. Есть на что посмотреть. Смотрим сейчас. Тут что-то непонятно. Тоже выплюнул, короче. Ну, размотки нету. Карася, блин, тупанул. Карась живой. Работает. Ну что, Илюх, полная? Полно, да, натяг. Ну давай, делай. Ну давай. Делай красиво. Ух ты, промерзла. Не знаю, не понимаю, что. Нету ничего. Нету ничего. Угу. Тут что? Ну, мотки нету. Пина новая, наверное, просто. Да, что-то как-то непонятно у нас с работком. Налим. Так, друзья, ну что, мы на лагере. Илюха готовит обед. Серый там что-то воду черпает. Ну, у нас переезд. Переместимся, там уже воды куча просто. Вот сюда, наверное, топлено. Вон пойдем. Сегодня ночь здесь будем кайфовать. Я смотрел спальник. Давай, будем. 90 сантиметров шириной. Вот, думаю, Парнишка у меня есть с города знакомый. Спальник стоит 17 тысяч рублей. ёп. До минус 100. До минус 100 спальник. То есть на Я снегу просто, можно, да? я просто не понимаю, из чего такой спальник интересный. Космические технологии. Ну, типа того, да. Так, ребята, у нас обедик. Илюха лапшу с мясом сделал. Обедаем. Настроение боевое. Ну, что-то как будто я не выспался маленько. Тоже. Солнце, ребят, весна. Погода шикарная. Сейчас этот бардак будем убирать. Переезд у нас и поедем на комбайны. Под хмельное пиво будем сидеть рыбачить. Так, ребят, у нас переезд. Решили поспать полчасика. В итоге 3 часика мы кимарнули. Сразу занимаемся делами. Быстро делаем перестановку. Убираю все. Вот, ребят, так перетащились. Вот у нас брикеты, конечно, разбухли. Немного опилок осталось. Но пришлось переехать нам, так как, смотрите, там какое болото стало. Здесь немного утоптано, сегодня снег не чистили. Будем пробовать здесь ночевать. Тоже утянулись, как могли, бурами, всякими санями. Печурку поставили, растопили, вход другой открыли, чтобы маневров меньше было, сделали вход сюда. Ну вот, так все, что у нас готово. Живец жужжит. Сереги сработка видно здесь со стороны. Здесь у нас тишина. Ну сейчас поедем на проверку смотреть. На.
Что, готов? Погнали. Так, ребят, ну что, поедем проверимся. Пиво на вечер охлаждается. Все четко. Так, у нас работочка. Здесь у нас с утра был заведенный в корягу. Серега его оставил, да? Думает, что это отойдет. Здесь кто-то щелкнул. Петля, вон, смотрю, у тебя, Серега. Кинул, а так вроде мотало. Так вроде мотало. Это, скорее всего, щука. На лиму еще рано выходить. Будем пробовать. Пробуй. Бля, говнище. Грязи, да? Что-то непонятно она же, да? Нихуя, никого. Приехали вниз, ребят. Печальные новости. Всего лишь один флажочек у нас. На той стороне нету. Щука что-то не гуляет. Ну, тоже какие-то подбивоны были. Не, в траву завела. Там трава. Вон, кто-то тут хапает. Непонятно. Вон, смотри. Ага, Видишь? вижу. Не может быть раки. Нет, навряд ли. Да, не порадовала, ребят, бровочка, к сожалению. Ну, как-то так. Будем надеяться, что ночью все-таки налим. Я все думал, что щука здесь будет радовать. Попалась только одна. Добрались до комбайнов. Комбайны, ребят, подтаяли. Комбайны подтаялись. Блин, грязи. Ага. Столько грязи, да? Целый. Залез зацепляется. Целый. Смотри. Ага. Днем цело все. Гуляет вечером только рыба, понял? И ночью. Дай насажу свеженьких. А тот гнет, смотри. Ага. Тот качает. Ух, хорошо. А здесь, ребят, у нас качает, смотрите. Опа. Что-то есть, Серега. А? Что-то есть. Ох ты, ушел. Ушел. Блядь, губу, значит, разбил, блядь, давно сидел. Так, что-то было хорошее. Я тут взял, ребята, оборванный. Мы тут собрали что-то. Как-то его... Я ничего не брал, снасти никакие вот под комбайн. Просто так закинул. Серега дал мормышку, леску толстую. И вот такую муху мы еще поставили. Попробуем сейчас его затянуть сюда. Ребят, смотрите, какая красота. Малиновый закат. Охрененно. Смотрите, там что творится. Вот это прелесть. Вот это только рыбаки видят, наверное. Вот это круто. Хороший бы сейчас фотоаппарат. Смотрите, какие кадры, ребятки. Ё-моё. Тайга никого нету. Только мы втроем здесь живем. Вторую ночь будем жить. Классно, классно, братва. Летелись, ребят, наверх. Там сработок нету. Вернулись к комбайнам. Ох, и мне понравились, конечно, блин. За вчерашний день у меня 2 подъязка, подлещик, сход. Утром было сход, подлещик жеванный, налим. Сейчас приехали вечером сход. Сейчас приехали, тормознули, Серега постоять, послушать. Вообще приехать можно порыбачить. Короче, ребят, запланирую я рыбалку на эту снасть. Приедем, наверное, с Ларисой Юрьевной. Сделаю еще, наверное, штуки 3-4. Поставим полностью речку. Поставим палатку. Заночую и попробую вот такой снастью порыбачить.
Короче, очень здорово, мне понравилось. Что, Серега, в 2 словах, как отдыхается вообще? Замечательно. Замечательно? Как рыбалка идет? Адреналина вчера хапнул, мама, не горюй. Это когда мы с тобой прокатились? 13 дней вылетал. Ой, красота, блин. А так ты не гонял на технике так вообще? Пассажиром? Именно на такой? Да. Ну, катались мы по Куйбышевскому водохранилищу. Мгм. Там буран, и за ним как лодка. И что там, сел в лодке, сидишь, это. Ну, там никакого драйва нету. А тут, блин, ё-моё, я вчера, блин, так местами очковал на. Сейчас, ребят, поправлю то, что дело. То, что мы с утра была отель сильная. Ну, А потом это все замерзло. и чуть-чуть потом корочка льда появилась. И просто собака летит просто. Ну, понимаешь, скольжение идет просто бешеное. И вот. Это-то ладно, тут понимаешь, что вот эта сама колея, вот эта замерзшая, сани, если ударяются в Да. эту, они туда-сюда, короче, начинают их это. Все верно, верно. И тут, если ты, как говорится, не сманеврировал вовремя, то считаешь, что ты полетел и все. Ну да. Илюха привез допинг, привез сосисок нажарил, хлеба нажарил, да, Илюх? А тут вообще вареночки, Сух. смотри. Ну, когда попробуй. А посидим, ребят, возле комбайнов, посмотрим. Да так, чисто ради интереса. Вечер проведем. Погода классная, тепло. Шикарно. Так, ребят, ну что, вечер в хату. Второй вечер у нас уже на рыбалке. Прокатились, посмотрели. Ну, днем что-то рыба вообще никак. Вечером она поздно, ночью что-то еще как-то шевелится, а так никак. Ну, что у нас? Переезд. Сейчас мы на снегу, ну, на топтаном здесь в свое время рыбачили. И вот как бы более-менее посмотрим, как так. Живет, жужжит. Печерку поставили. Все, водичка у нас греется. Илюха мясом занялся. Сегодня, говорит, говядина будет с картошкой. Души такие Сейчас филешки. почищу картохи, ребят. Ну, в общем, Мясо, говядина. будем балдеть. Будем балдеть второй вечер. Так что как-то оно так пока. Так, ребят, ну что, вечер в хату. Второй вечер у нас уже на рыбалке. Прокатились, посмотрели. Ну, днем что-то рыба вообще никак. Вечером она поздно, ночью что-то еще как-то шевелится, а так никак. Ну, что у нас? Переезд. Сейчас мы на снегу, ну, на топтаном здесь в свое время рыбачили. И вот как бы более-менее посмотрим, как так. Живет, жужжит. Печерку поставили. Все, водичка у нас греется. Илюха мясом занялся. Сегодня, говорит, говядина будет с картошкой. Души такие Сейчас филешки. почищу картохи, ребят. Ну, в общем, Мясо, говядина. будем балдеть. Будем балдеть второй вечер. Так что как-то оно так. Так, картофанчик. Что? Жираф в хату. Какой жираф, в какую хату? Жара, хата. Где пиво взял? Тут он за поворотом подаю. В лунке? Ну. Так. За поворотом лунги, а? Везде так, да. Ты милая подружка. Выпьем, милая, по кружке.
Пиво ледяное, блядь. Че, за прекрасный вечер? Да. За второй, да? Хорошо За второй отдохнули, проведенный вечер. хорошо поспали, хорошо покушали, все замечательно. Ну там куда, Илюха? Еще бы. Не, сейчас мы гуляшек сделаем, нормально. Опачки. Вот так мы ставим. Крышку надо снять. Вот мы настякаем, вот. Вот так вот. Да? Дай-ка тушенку. Тушенку. Баня. Надо, кстати, этот. Как будто бы умыться вторые сутки. Ребят, носочки видали какие? Консервированные. А, свежак. Вон пепельница. Отлично. Да, вообще. Шикарно. Так, ребята, ну что, переодеваемся, потихоньку раздеваемся. Гуляшок у нас томится, картошечка тоже. Так что, как-то так. Ох, ноги устали, конечно, целый день в сапогах. Пускай ноги отдыхают. Все, братцы, что, ужин готов. Вареная картоха с гуляшом. Илюха молодец сделал. Илюха радует постоянно нас какими-то вкусняхами. Да, за это ему респект и уважуха. Да. Здесь поварешка. Так, ребят, ну под это надо, конечно, и немножко беленькой. Вот так вот. Гуляшек он такой вот. Из говядинки у нас сегодня. Брали медведя, но медведю Серегу угостили. Да, медведя Сереге положил. Серый там дома покушает. Да. Ты что положил-то сюда? Тебе еще мясо положить? Конечно, конечно. Подливу положи это. Ты что тут? Он колбасу доедает. Молодец. Ну что, ничего не пропадало. Вилкой. Ну что, давай, держи. Давайте. Давай, Сергей Вит. Ну давайте. Виталич. Давайте. Андрей Андрей здравый. Викторович. Будем здравы, остальное купим. Мне так же кажется. Так, да? Ну давай, поддерживай. Сейчас испробую, Илюх. Скажу. Ну картоха что, отварилась, видно сразу нормально. Огонь. Ужин прям Ужин как ужин, да? царский, да. Все, братцы, мы на отбой. Время уже 10-й, точнее 11-й. Все, ложимся спать. Не поехали на проверку, а то решили не ехать. Что, пускай стоит как есть. Серега врубил бульбулятор. Кислород идет. Печка шает, ребята, все по углам. Так что давайте на завтра. Встали уже тоже. Надо спать. Доброе утро, друзья. Второй день, вторая ночь, мы проснулись. 7 утра. Погода сегодня у нас поменялась, ветер поменялся. Вот даже видно по трубе. Ставили по ветру, дым сейчас идет в другую сторону. Спали неплохо. Отлично. Раза 3 подкидывал, вставал. Вот вышел на улицу, по крайней смотрю, пару сработок видно. Вчера ночью не поехали проверяться. Хотя надо было. Сработочка, там сработочка. Но сегодня крайний день, ребят, будем собираться. Хотели мы еще оставаться, но по анониму рано еще. Рановато. Клюет он, но клюет мелкий какой-то и не глотает, балуется. На 2 недели где-то рыбалка запаздывает, ребят. Конец марта, но
На реке еще зима зимняя. В прошлом году уже было все по-другому. Так что через недельку, я думаю, все начнется. Ну что, пока завтракаем. И потихоньку будем начинать собираться. Ну что, едем? Серегу оставляю. Десятка стоит его на. Работок нет, ребята. Еду дальше. Ладно, ребят, трясется. Вот технику как слышит она. Подъезжаешь, сразу начинает биться. По белой рыбе многие говорят, что не слышно. Все слышно, блин. Что-то запутал тут. Есть второй лещ. Нормально. Комбайн дал. Вот на комбайн-то я приеду порыбачить, ребята. Тут что такое? Какой-то зацеп, ребят. Налим, что ли, был? Вроде пошел. Вроде пошло. Что-то тяжелое. Есть. Там что-то еще идет вроде. Тут налим вроде. Да. Смотрите, какой, ребят. Хороший. Вот это комбайны дают рыбы. Вот это комбайны рыбки дают. Достойно прям. Кстати, вот этот комбайн вчера тоже принес налима. А такие налимы-то килограммовики, даже больше. Шикарно. Шикарно на комбайне. Они даже лучше, чем желицы работают. Походу, червя налим хочет. Живца рано ему еще. Так, этот у нас переделанный. Толстая леска стоит. Тут есть, что ли? Ух ты, фига, лещ, ребята. Смотрите, какой лещ. Лещ-то какой добрятный. Вот просто вчера смастерили. Серега дал мормышку. Искали крючок, нашли какую-то мушку. Вот, пожалуйста. Что я могу сказать? Комбайны стреляют неплохо. И налимы, и ези. Кстати, этого езя кто-то хапал, ребята, пока на крючке был. Шикарный улов, конечно, на комбайне. Вот, нашел рыбку. Круто. Так, друзья, ну что, добрался я до верхнего участка. Самый верхний. Вчера здесь на крайнем был налим за 2 с лишним. Вот тут стоит флажочек. У Сереги жерлицы молчат. Правда, один. Вымотка почти полная. Так, что-то как будто натяжка сначала была. Не, никого нет, ребят. Смотрите, что делает. Явно налим. Но выплевывает он. А тройники вообще, ребят, не сработали. Вот. Ну ладно, что. Поклевка была, и то радует, то что здесь налим ходит. Мы его будем здесь ждать позже немножко.
Все, потихоньку сматываюсь. Хорошие новости. 9 желез моих с бантами от Лариски. Ребят, через каждую сработка. 9 штук стоит. 5 сработок. Раз, два, три, четыре, 5. Ну тут вчера тоже было 4 сработки, ребят. Но здесь я налима не достал. Дай бог, что сегодня что-то повезет нам. Хотя бы одного из 5 вот этих достать. Мелкий налим хулиганит. Живец у меня крупный, большой. Вымотка полная, натяжка стоит, не знаю. Полная вымотка. Полная вымотка. Лед сразу беру, чтобы не мешал. Так, что-то... О, пошел, ребята. Пошла жара. Есть налимяха. Так, груз достался. Вуночку. Есть. Есть кабан. Но уже неплохо. Сработочка не крупный, правда. Грамм 500-600. Но все-таки у нас продолистый какой-то, длинный. А вот плотва, ребят. Ставлю я здоровую плотву. Сереги крючки маленькие. Живца маленького. Я говорю, я что-то отхожу железцами 3 сезона, уже рыбачу плотно. Все-таки на крупного живца хорошая рыба попадает. Первые железцы. Смотрите, ребят, что творится. Флаг не сработанный, но атака здесь была. Соответственно, бы и 6-я сработка бы была. Отлично. Тут то же самое. Железца не сработана была, но бодали ее нормально. Плотва здоровая, налей мелкий. Вторая сработка с нашего ряда, который здесь стоит. За ночь никто не съел плотву, которую я менял вчера. Ну, хорошие новости, вымотка полная. Это радует. И есть натяжка, ребята. Есть налим. Идет. Все-таки поймали, ребята, налимов. Ох, неплохой еще. Вообще достойный. Больше килограмма. Тоже продолистый. Сейчас привезу налимов, пацаны скажут. Сказали же ночевать. Но клюет только у меня. Серега, бедолага, еще не видел налима. Охота, конечно, ему взять его. Он приехал. Так, братцы, отлично. Третья сработка с этого ряда. Полная вымотка. Это радует. К сожалению, никого нету. Живец утащил. Живца утащил. О. Как это было, видите, ребят, как аж... Да, налим. Четвертая, пятая, они две подряд стоят. Также полная вымотка. Опа. Ребята, трофей. Ох, трофей, ребят, взял трофей. Пошел. Обограя не взял. Ох, гуляет, ребята. Достойно гуляет. Так, лунку не зайдет. Ребят, трофей жесткий. Так. Ой, гуляет, а. Гуляет. Так. Иди сюда, брат. Черная башка. Это что за красавец, ребята? Смотрите, альбинос какой-то. Блин, за три, братва. Вот бровка дала. Она всю зиму молчала. Щучками мелкими. Смотрите, какой альбинос, ребята. Красавец, брат. Черная башка.
Завел. Щукой, конечно, так не поборешься. Она дурная. С налима можно затаскивать. Ну, 130-я, вот башка как раз. Соту бы я его не запер. Ох, красавчик-то какой. Для наших мест, ребята, это достойный налим. Прям шикарный. Да, смотрите, хотим домой уезжать. А у нас раздача. Все в желудке, блин, заглотил. Вот крупная плотва. Серега говорит: Андрюха, ты, говорит, не смеши меня с таким живцом. Я говорю: Серега, чтоб хорошую рыбу ловить, надо хорошего живца. А он с Кирова привез вот таких карасиков. Я говорю, куда? У меня двойники больше. Вот это лапать. Ребята, я доволен. Вообще не понимаете мои эмоции. Я искал ее рыбу, я искал эти места. Я их пробивал на лодке, на пятерочке, на своем хайдичке. Я смотрел эти бровки, я промерял донками. Я все это присматривал для таких рыбалок. Не просто так. И все-таки есть результат. У нас еще сработка. Я на эмоциях, надо сигарету, братва. Все. Так, ну 5-я. Тоже полная вымотка, ребята. Тоже полная. Натяжки, правда, нету. Но опять же, может, кто-то отошел. Нет, вроде тишина, ребят. Но все равно с 5 3 налима, он пустой. И взял бонуса. Красота. Ловлиткины банты не подвели. Что на бантах было? Вот здесь простой флажок, тишина. Здесь бант, налим. Здесь простой флажок, тишина. Там бант, налим, ребята. У Юрьевны работают, жальцы. Ну что, братцы, вот он. Вот он. Красавец дня, красавец рыбалки, я думаю. Попался альбинос, ребята. Смотрите, какой налимяха. Пришлось, конечно, резануть, вообще в желудок загнал. Но очень хороший налимяха. Не знаю, по 4, наверное, будет. Красавец. Я рад, ребята, очень рад. Сереге покажу сейчас. Скажу, вот за кем мы ехали. А вот он, ребята. Достойный брат. Не упрямляется даже. Вот он, когда с бунку заходит, он так хвост делает. И затащить ты не можешь его. Хороший. Ну, нижний участок почистил. Серега там 10-ку свою собрал. У него там ничего не было. Еду ближе к лагерю. Собираем вещи и уже едем на низ потом, получается. Так. Из лагеря сработочка была. Подъехал уже. Ну, вот видно, что тишина, ребятки, наверное. Да. Плотва крупная. Налим мелкий. Прибыл на участок. Серега тут уже собирает. И смотрю, у него есть налимяха. Не крупный, но взял. Молодец. Все-таки поборол счастье. У меня здесь сработка тоже, ребята. Что-то какая-то неинтересная. Вчера вечером на нее была поклевка, кстати, мы ходили. Я поставил на маленькую. Тоже боданул.
все, мы собрались. Оставили 2 баллона. Дрова с собой везли. Так и не пригодились. Спасибо месту. Едем внизу. Там у нас еще работы много. Хорошие новости, у нас бровочка стрельнула. 7 сработок, да, Илюх? 7, да. 7 снизу. Прям подряд. Там еще вон 8-я. Калаши стоят. Пух. Так, первая сработка. Размотка полная. Никого нету, ребят. Был карась на тройнике. Идем дальше. Тоже полная. И никого. Нет, тут какая-то трава. Кто-то завел. Траву что-то вроде пошло. Никого нету. Живца даже сожрал. Тут что у нас? А тут даже не вымотал нифига. Тоже пожевал и выплюнул. Какой-то мелкий налим, что ли, здесь ходил. Выживет, не выживет. Посмотрим. Так, последняя, ребята, на этом плесе сработанная жалится. Самым в край поставлена, здесь трава уже начинается. Так, я не понял, кто-то есть, ребята, причем хорошая, или с травой, или кто-то есть. Кто-то есть явно, просто хорошая. Щучка, ребята. Огонь. Такая в районе килограмма. Пойдет. И по щуке порадовал. Ну что, собрались. Смотрим плоды наши, ребят. Что получилось за 2 дня. Комбайны, конечно, порадовали. Взяли бонуса. Есть тоже неплохой налим, вот такой. Вот так вот. Изишки. Кто красавец? Папа красавец. Папа рыбалку сделал опять. Что по коням, хлопцы? Погоди, еще прикурю. Прикуривайся, давай. Все, братцы. Закончилась рыбалка. Можно было ночевать, конечно, но дела тоже есть, дела. Рыбку нашли, потихоньку нацарапкали. Так что все четко. Спасибо месту, как обычно. Все было круто, мне понравилось. Ребят, ну что, у нас проблемы
Прошел грейдер по селу, нам надо будет идти по реке. Ну, проблема, скажем, небольшая, но все-таки по дороге бы получше, потому что вещей много, снег сырой. Придется как-то топтать по реке. Так что прям по реке. Такая, ребят, уже дорога. Уехали, была зима, а приехали уже полностью растаяла. Да, жесть. Жесть. Давай отпустим. Все, ребята грузятся. Ну, Серега еще тут баньку сходит у меня, пообедает, отдохнет и в Кировскую область 500 км ему шагать. Ну, по рыбалке, ребят, что могу сказать? Проклевывает, искать надо. Опять же фартануло, я так скажу. Комбайны выручили, 2 налимов достал. Бонус порадовал. В принципе, рыбку поделили, всем хватило нормально. Уезжали сейчас, ребят, дороги встали, точнее открылись. Грейдера прошли, все, труба. На полях, на реке еще зима зимняя, а вот в таких местах жестко. Все, сейчас разгребаю вещи в баньку. Ну и на монтаж, ребята. Все, буду прощаться. Берегите себя. Всем хороших рыбалок. Други на связи, ребят, как обычно. Пока, брат. Давай, спасибо, что приехал. Вообще приезжай, не забывай. Пиши, звони. Цифры знаешь. Знаешь, где живем, где обитаем. Так что давай, залетай. Конечно. Давай, будем видеться. Давай, Юрий, привет. Давай, братан.